Так, ассаламу алейкум, приветствую всех. Видно меня, слышно меня? Так, так, здравствуйте, 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 Гена, Смык, здравствуйте. Так, рад всех видеть, слышать, читать. Всем рад. Так, все очень хорошо, отлично. Отлично. Нет, нет, это у меня был перебой. Сейчас все восстановилось. Ну как, слышно меня? Слышно? Так, всех приветствую. Мы должны понять одно, нам никто в мире в этом не поможет, кроме нас самих. Лев Аллаха говорит. Совершенно верно. Спасение утопающих, Лев Аллах. Дело рук самих утопающих. Ну как меня слышно? Все нормально? Сейчас опять сбой начался. Да, слышно. Ну все, отлично тогда. Обычно у меня не бывает никаких проблем. Но вот перед эфиром и во время эфира начинаются проблемы. Так, валейкум салам, всем доброго вечера. Так, у нас опять гроза, говорит Гена Смык. Да, гроза в начале мая, в конце мая уже, да, получается. Здравствуйте, пожалуйста, повторите тему. Так, что у меня тут? Опять что-то зависает. Нет, все нормально. Маш Воваль Саваш Абдалла Салам. Делер Салам Машал Хуль Абдалла. Так, ассаламу алейкум, слышно хорошо, как понял, прием, класс, класс, Дакуня, говорит. Валейкум салам, понял хорошо, прием, все отлично. Сейчас подождем, сейчас у всех пост, у меня сегодня не было поста, поэтому я сделал в 9 часов. Поэтому я решил сделать сегодня в 9 часов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам. Аслан мотор Аламбо. Мотор. Понятно. Так. Ну что? Микрофон супер, говорит. Вильные народы переможет. Да, мне вот подарили микрофон. Еще петличку мне подарили. Еще много чего мне надарили с поездкой моей в Австрию. В Вену. Нет, класс Дакуня. Аслан, ты в Австрии еще? Нет, я уже в Гамбурге. Вчера ночью приехал. Так что все отлично. Big Boss Маш World. Дерер Салам Машал Big Boss. Так, господа. Нас смотрят уже 100 человек. Поэтому мы можем, в принципе, приступать. Сразу хочу сообщить, что 8 июня 2019 года в городе Берлине перед Бранденбургскими воротами на Паризер плац в 14:00 состоится акция против лжи и депортации, против лживой пропаганды некоторых нечистоплотных журналистов, так называемых журналистов, и против депортации в Россию на смерть и пытки, на пытки и смерть чеченских и других беженцев. Так, ассаламу алейкум, Узли Лёль, говорит Абдулла Дерес Хуль Тимуров. Сейчас потихоньку начнем отвечать на вопросы. Так, Тимуров. Ассаламу алейкум, Аслан. Kennst du Deutsch? Ва алейкум салам, Тимур. Я
в Германии сейчас, и у меня все отлично. Я вчера вечером приехал из Вены. Мухаммад технологии инновацион. Что думаешь о Зеленском? Думаю, будет хорошим президентом. Будем надеяться, по крайней мере, на это. Кингам Шульц, ассаламу алейкум. Только зашел, я что-то пропустил интересное. Ва алейкум салам. Нет, Кингам Шульц, пока ты ничего не пропустил. Гена Смык, преступником может быть кто угодно, но украинцам, чеченцам не каждый. Так. Так, Тимур Ихшпреха Дойч. Так, класс Дакуня говорит, что он говорит по-немецки. Так, Шудеда, ассаламу алейкум, алейкум салам. Нам не нужна Украина, Европа и арабские. Нам не нужна Украина, Европа и арабские страны, говорит Лео Аллах. Так, а что тебе нужно, Лео Аллаха? Асан, что ты думаешь о Казахстане? ЖТРУ спрашивает. Ну, сейчас задают эти вопросы. Ну что думать? Особо думать нечего. Находится Назарбаев находится уже сколько лет у власти, ГГБшник старый. И все. Пока находится Казахстан не свободная страна. Вот что я могу сказать. Так, Данил Гайтко, поздравляю с новым оборудованием, Асан. Спасибо, Данил Гайтко. Так, Гена Смик, покажите, пожалуйста, культуру народа. Выпейте сами воды и угостите гостя. Танцуйте и скажите, почему вы танцуете. Ложь побеждается правдой народа. Украинцы выходят в вышиван, так что лепите галушки, варите с мясом. Привет из Иркутска, Андрей Г. Привет, Андрей. Привет, Иркутск. Алексей Купцов, салам алейкум. Алейкум салам. Так, а что если камеру чуточку опустить, говорит, Леди 74? Ну, вот так, да? Если чуточку. Шудеда, когда митинг и где? Митинг состоится 8 июня сего года в городе Берлине перед Бранденбургскими воротами в 14:00. Акция называется «Против лжи и депортации», против пропагандистской разной лжи, которую на нас возводят, и против депортации на пытки и смерть в преступную Россию, в путинскую преступную Россию. Вот так будет. Аслан, как ты прокомментируешь переименование Ахмат-Юрт, когда установится Ичкерия, что имя село останется как Ахмат-Юрт? Кингам Шуль спрашивает. Ну, душка не хватило у них переименовать нашу столицу, потому что эта столица названа в честь кровавого царя, прозванного, да, уже позже, так его кровавого Иваном звали, а так позже прозвали Иваном Грозным, да. На месте сегодняшнего города Джохара раньше находились 6 или 7 населенных пунктов. Они уничтожались, сжигались, и вот на этом месте была построена крепость Грозная в честь вот этого Ивана Кровавого. И у вот этих марионеток, да, путинских марионеток, российских марионеток, не хватило духа поменять, посягнуть на имя Грозного, так как это название ассоциирует себя угрозу чеченцам, да? Чечнию называют Чечней пренебрежительно так, да, ерунда, фигня и так далее, да, русским языком. Кто владеет, понимает, о чем речь. И столицей вот этой Чечни, да, какой-то там непонятной, как они хотят нас принизить всячески своим имперским восприятием.
назвали угрожающий в честь Ивана Грозного. Иван Грозный убивал их, но они нас им пугают. Ну, нас им не запугать. Так вот, этим клопообразным не хватило духа переименовать столицу. Да, они там, путь Ахмада Хаджи Кадырова, человек ушел непобежденным. Ну, короче говоря, Ленин 2. У них не хватило духа называть столицу, видимо, были попытки, им отказали в этом. И они назвали вот эту деревушку. Деревушка, которая до прихода Кадырова старшего открыто до открытого сотрудничества с оккупантами Кадырова старшего была маленькой такой деревушкой, не очень богатой деревушкой, я даже сказал бы очень бедной деревушкой. И вот это их уровень. Наша столица называется Джохар. Мы ее переименовали. А эти переименовали свою деревню. Так что вот так я и отношусь к этому. Это их уровень. Так, поехали дальше. Господа, я буду пропускать, потому что я сейчас отвлекся. Кэре марш уоль аслан сагах телирон уэльнашква варха Аллах дикенс бихам бойлон. Дейли салам маршал хуйль соскучился по мне КР и благодарит. И желает всего хорошего. Баркалла. Так. Аслан. Так, Нохчеборец. Аслан, слышал ли ты про разнос мечети, про, наверное, снос в Калининградской области? Сейчас хотят сделать это из Ульяновской мечети. Да, я видел, по-моему, это русский мусульманин построил этот молельный дом, это даже не мечеть. Конечно же, это противозаконно. О законности никакой вообще речи быть и не может в России. О законности давно уже пора. Россия не правовое государство, не справедливое государство, не демократическое государство. Россия, на сегодняшний день режим России это бандитский, преступный, террористический режим. Отсюда все и происходит. И, конечно же, преступный вот этот террористический бандитский режим в России ведет войну с мусульманами. Главный враг на сегодняшний день в мире и уже много-много лет является главный враг мусульман и всего свободного человечества, и всех, куда приходит Россия, куда дотягиваются ее щупальцы, там бывает кровь, убийство и смерть. Так, ассаламу алейкум, ассалам, маш вовело, маш дада. Ва алейкум салам, маш дада, маш шалхиль. Поэтому по поводу вот этой мечети, да, это очень печально, что снесли молельный дом. Очень хорошо и правильно сделали, что раздули эту историю, что привлекли общественность к этому вниманию. Но надо не забывать, что на Кавказе, в Дагестане, в Ичкерии оккупированной, в Ингушетии и в других регионах не только сносятся молельные дома, да, не просто сносятся, да, а убиваются люди. Убиваются люди за взгляды, за то, что не так молится, не так смотрит. И, в принципе, придумывается все, что угодно, и навешиваются разные всякого рода ярлыки. Поэтому надо привлекать внимание не только к молельному дому, но и к убийству людей, вне зависимости от их вероисповедания, конечно же. Так, Мухаммад Technology Innovation. Аслан, стоит ли отказаться от российского гражданства, чтобы получить немецкое? Все же это единственная связь, которую мы имеем с Родиной. Я не знаю, что ты имеешь в виду под единственную связь, что мы имеем.
с родиной, но я считаю, что российское гражданство нам, свободным людям, ни к чему. Если у вас есть немецкое, можно если получить немецкое гражданство, то это открывает больше возможностей посещать разные страны, в том числе и вы можете сделать визу и полететь в Россию. Удобно иметь два паспорта, конечно, но это вам решать. Джахар Муртаза, можно было бы так и оставить, как позорное село. Да, нет, но все решения, которые принимаются вот этими коллаборантами, этими преступниками, они не имеют юридической силы. Как называлось Хоси-Юрт или Центарой, да, или как оно у нас в нашем чеченском обозначении городов и сел указано, таким оно будет возвращено. Все, что принимается на сегодняшний день, вне зависимости, сколько бы лет они не принимали, что бы они делали, это все является незаконным. И никогда в жизни ничего это навечно не останется. Все будет возвращено к временам нашей свободы и независимости. Так, Лев Аллаха, ты знаешь, Аслан, очень многих Франция выдала и выдает русским, потому что они все против мусульман-европейцы. Ну, ты очень сильно упрощаешь, Лев Аллах, очень сильно ты упрощаешь, да. Во-первых, это неправда, что против мусульман все европейцы. Конечно же, есть здесь и партии, и люди, которые есть против. Но в Конституции, например, Германии закреплено, что каждый человек имеет право исповедовать любую религию, в том числе и ислам, и никто не вправе ни его идеологические соображения, ни его религию ему запрещать. Не любовь, например, к мусульманам у многих, ну не у многих, у кого-то она имеется, и это было бы глупо отрицать. Точно так же даже ненависть имеется к мусульманам. Точно так же мы знаем, что и у мусульман имеется и нелюбовь, и ненависть к некоторым. И мы должны быть не из тех, кто из крайности, да, в крайности бросается, как с нашей стороны, так и с светской стороны, например, Франции, да, или христианской стороны Франции, или любой другой религии. Да. То, что выдают, это нам позор. Это ты не имеешь права винить никого, кроме нас самих, и себя в том числе. Именно поэтому мы 8 июня проводим акцию против лжи и депортации. Анонимно сидеть в Ютубе или в Фейсбуке или в Инстаграме и писать комментарии или грозные комментарии, это ничего не дает. В этих странах есть определенная процедура защиты своих прав. И мы должны прибегать к этой процедуре. И только через эти процедуры, считаясь этими процедурами, считаясь законами и правилами, обычаями этих стран, мы сможем добиваться тех прав, которых мы хотим себе иметь. Конечно же, незаконно выдавать чеченцев. Конечно же, ни в коем случае нельзя выдавать сегодняшнюю Россию чеченцев. Об этом я много говорил, много писал. Но ничего не поделаешь. Надо добиваться и не искать причину в чужих. Да? Ты пишешь Лев Аллаха, у себя ник, но ты анонимен. Как Лев Аллаха может быть анонимным? Что ты сделал для того, чтобы не выдали этих парней? Я знаю, что в Австрии, вчера, когда я приехал, я получил сообщение, что выдали 4 чеченцев в Россию. 2 из них вскрылись. Да? Один себе порезал горло, другой порезал себе вены на руке. И все равно в таком состоянии их выдали. Видимо, неглубокие раны были, видимо, они были
не в таком состоянии, чтобы было видно, что это не угрожает их жизни. Но это вопиющие нарушения. Вопиющие просто нарушения. Поэтому, но нас будут выдавать. Нас выдают и будут выдавать. Ровно до тех пор, пока мы будем молчать. Если мы не хотим играть по их правилам, тогда надо уезжать. И еще есть один момент. Опять же, наша вина в этом есть. Я их не оправдываю. Ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя выдавать. Но опять же, мы здесь получили убежище на каком основании? На каком? Что шла война, нас бомбили. Когда те люди, когда приезжали во время войны, раньше тогда приезжали, они могли быть разных взглядов. Достаточно было того, что идет война и нас бомбят. Они могли быть даже за Россию, любить Путина, но они могли получить. Сейчас же, когда уже бомбардировок нет, и нам рассказывают, что там все цветет и пахнет, и все хорошо, мы можем получить только если нас преследуют по политическим, религиозным, национальным, этническим и другим каким-нибудь признакам. И вот мы сюда приезжаем, а здесь есть люди, которых по-настоящему преследуют. Понимаете? Есть люди, которым ни в коем случае нельзя. Может уехать 1000 человек отсюда, и им ничего не будет. А может быть один человек, которого сразу же возьмут в аэропорту Шереметьево, свяжут ласты, как говорится, и запытают до смерти или дадут незаконно из-за того, что у него брат там погиб или сражался против оккупации, дадут ему там огромные сроки. И вот мы, которые вот этих людей подставляем, виноваты в том, что мы их подставляем. Если бы мы вели себя правильно здесь, если бы мы приезжали сюда и не говорили бы, что да, у нас все хорошо, заходили бы в Инстаграм, ставили бы лайки вот этим клопообразным, то не выдали бы, например, Аслана Индиева из Словакии, да? Не выдали бы еще много-много людей, которые я некоторые даже фамилии не могу называть. Знаете почему? Потому что когда человек попадает в Россию, то на этом вся информация засекречивается от самих родственников, потому что боятся, что будут проблемы. Так что, уважаемые чеченцы, не ищите причину только в европейских странах. Ищите причину в самих себе. В первую очередь то, что мы несправедливы по отношению к тем, которые пострадали, которые защищали нашу Родину, которые пострадали на самом деле за свои убеждения, за свои взгляды. Религиозные они, политические эти взгляды, неважно. Так, я перемотаю, господа, извиняйте. Так, я тут прочитаю одно сообщение и перемотаю. Клац Дакуни. Аслан, насколько я знаю, Грозный назван не в честь царя Ивана, а устрашение нам, как крепость Грозная. Да, но крепость Грозная, она была названа в честь Ивана, этого, Ваньки Кровавого. Ну, я могу ошибаться, конечно. Родионов, я русский и вас смотрю. Вы считаете русских врагами или власть России? Враг для вас лично. Для меня лично и для моего народа, это Родионов спрашивает, русские не являются врагами. Но на сегодняшний день ваша власть и большинство русских, в основном это русские, да, среди них есть и буряты, и татары, и другие национальности. Они принимали участие в геноциде моего народа. Как вы считаете, можно ли считать врагами таких людей? Все, кто принимал участие словом, делом, еще как-либо, а эти люди для меня враги.
И пока они не извинятся, пока русский народ не извинится за это, конечно же, я не могу сказать, что всех русских я не считаю врагами. Но при всем при этом, как это не парадоксально звучит, я не считаю русских врагами. Русские есть порядочные, абсолютно нормальные, адекватные люди. Я лично дружу много лет, десятилетия, можно сказать. Дружу с такими людьми и благодарен им за это. Сейчас тут в Германии я познакомился тоже, в том числе через социальные сети, через Facebook, познакомился с русскими, которые настоящие люди, стремящиеся к свободе. Поэтому в первую очередь, конечно же, врагом является власть России. Ну и те, кто помогал ей убивать нас. Так, я, господа, перемотаю. Андрей Малашицкий. Я захожу, здороваюсь и ставлю лайк сразу. Приветствую, Андрей. Дякую. Так, я перемотаю, господа, я уже много пропустил. Так, тут кого-то банят, я смотрю. Так, только по беспределу не бань. Только за оскорбление и мат, господа модераторы. Только не баньте его, а то ко мне бывают претензии, что вы... А потом меня просят разблокировать этих людей, а я не могу найти. Я не знаю, если тут заблокировать, они не оказываются в том списке, которые заблокированы за комментарии под видео. Так что, господа хорошие, не баньте всех подряд. Так, чеченские хакеры. Есть кто-нибудь из ЦРУ? Ты зайди на сайт ЦРУ, там будет много кто из ЦРУ. Так, Нохчеборд. Аслан, почему русские, воевавшие в Чечне, думая, что они сражаются против терроризма, сами убивали мирных людей? Ну, они не думали, что они сражаются. Да, знаете, на Ханкале, где вот задерживали, привозили пленных, был большой плакат, прям уже внутри, не снаружи, а внутри. И там была Ермолова фотография и портрет, и написано: мы закончим дело, начатое русским генералом Ермоловым. Это все сказки для быдла, для телевизионщиков, для быдла. Ни с каким терроризмом они не боролись. Эта война идет 400 лет, и русские хотят нас покорить. И вот мы живой пример, как мы не покоряемся. И никогда этого не случится. Даже если они убьют всех, кто сейчас не покорился, вырастет новое поколение чеченцев, которые не покорится. И им проще нас отпустить. Проще. А это все сказки, там, терроризм. Россия является террористической страной, и Россия является спонсором терроризма. Россия является бандитской страной. О чем еще можно говорить? Как террористы будут бороться с террористами? Что мы им сделали? Мы жили в своей стране. Мы хотели только жить так, как мы хотим жить. Учить свой язык, чтобы государственный язык был у нас. Наш родной чеченский язык, чтобы... Исповедовали мы религию так, как мы хотим исповедовать эту религию. И никто нам ее не навязывал из духовного управления мусульман России, основанное Сталиным. Да? Мы хотели иметь свои паспорта, свои традиции, обычаи, свои законы. И в первую очередь мы хотели иметь гарантии, что над нами не повторят геноцид, когда захотят какие-то пьяные Шариковы из Кремля. Вот все, что нам нужно было. Это единственное, что мы требовали. Никого мы не взрывали, никого мы не убивали. Джохар Мусаевич Дудаев ни на кого не нападал и никого не убивал. А они убили нас. Более 250 тысяч людей, 42 тысячи детей. Так, как найти? Вы что, русские, самые добродушные, миролюбивые люди, как сказал Путин, и смерть красна на миру.
Маждада, Аслан, видел новоявленного блогера Дикий Прапор. Недавно был его эфир. Такую ахинею я давно не слышал. Полчаса втирал, что 2 войны в Чечне это были гражданские войны. Я видел отрывки, да, Маждада, я видел его. Как бы ему не понравилось то, что говорят русско-чеченская война. Русская, вот, обращаясь к этому Дикому Прапору, Дикий Прапор, да, это возможно в этой части, ты прав, что ты говоришь, это не была русско-чеченская война, это была российско-чеченская война, если правильно сформулировать, но есть одно но. Ваши русские офицеры, я так понимаю, ты как прапор военный, ваши русские офицеры называют всех, и я видел в прямом эфире на НТВ, когда военный преступник и трус по совместительству Владимир Шаманов, генерал Владимир Шаманов, назвал Аушева, президента и генерала Ингушетии, президента Ингушетии Аушева, русским офицером. Он сказал, что я был советским, теперь я российский офицер. И в этой, если согласиться с Аушевым, то это была российско-чеченская война. Если согласиться с военным преступником Шамановым, русским офицером Шамановым, то это была русско-чеченская война. И если согласиться с тем плакатом, который висел в Ханкале, что пришли доделать дело, начатое Ермоловым, то это русско-чеченская война. Ну, кого-то это может обидеть, и можно понять эту позицию, если говорят, да, я не виноват, я русский, но я не виноват, я никогда не был, я знаю таких русских, я никогда не был за войну против Ичкерии, я был против этой войны. Если такой русский скажет, конечно же, перед ним стоит тогда в таком случае извиниться, сказать, это тебя не касается. Это и юридически в какой-то степени правильно называть российско-чеченская война. Но она ни в коем случае не гражданская война. Гражданская война, она была бы, если мы были бы с вами одним народом. Мы никогда не были с вами одним народом. Мы никогда не будем с вами одним народом. И никогда, то есть никогда. И это была не гражданская война, это была российская чеченская война, переходящая в геноцид. Просто сплошное уничтожение по этническому признаку людей. Женщин, детей, стариков и так далее. Поэтому можно передать этому прапору вот это сообщение. Так, интересно, где был этот прапор, когда Чечню утюжили ковровыми бомбардировками? Походу консервы воровал в части. Ну да, может и воровал. Ну так-то он, в принципе, такие вещи он неплохие выдает, этот прапор. Надо ему немного объяснить некоторые вещи, да, и он как бы за то, чтобы искать, да, точки соприкосновения. И мы готовы искать со всеми. Если вы не называете эту войну гражданской войной, если вы признаете, что это была агрессия, и нам не отказываете в таком же праве, да, мы в таком же праве, которое вы не отказываете себе на свою государственность и суверенитет, мы, конечно же, готовы с такими людьми на диалог. Да? Если признаете преступления, которые вы совершали, соответственно, мы будем признавать все военные преступления, которые совершались с нашей стороны. Это тоже как бы не обсуждается. И все случаи по отдельности, конечно, нужно разбирать. А так, нам надо искать точки соприкосновения. Я понимаю, что вы за Россию, вы будете за Россию, и, пожалуйста, мы за Ичкерию, и мы не имеем права вам отказывать быть за Россию. Это ваше право. Поэтому вот такие вот дела. Нужно понимать, что мы должны быть равные в диалоге, да, равные. Да? Так, From the Mountain. Аслан, добрый вечер. Я хочу сказать, что мой дом сожгли в 2008 году, еще до начала войны, 2 августа. Кто еще, кроме террористов, сжигает дома? Конечно, все террористы сидят в Кремле. Приветствую, From the Mountain. Да, совершенно верно. Терроризм – это Лубянка и Кремль. Аслан, сделай с ним видос, объясни ему, как найти, говорит.
Ну, можно будет с ним пообщаться, я, в принципе, не против. Я бы хотел бы с нормальным русским поговорить на эту тему, обсудить, и это было бы интересно, поспорить, да, именно, ну, не переходя на мат, как это принято в чат-рулетке иногда, а просто поговорить и обсудить. Это было бы вот с адекватным русским, было бы неплохо на такую тему поговорить. Так что я не против, если что, пускай пишет. Я с ним готов буду пообщаться. Так, обрек Украины. Аллах, Аллах, Уэль, Хапутин, Хавиш, Мелвей. Обрек Украины говорит, дай Бог, дай Бог, чтобы уничтожили того, кто Путина и того, кто его любит, короче. Ну, дай Бог, дай Бог. Так, Аслан, почему именно Россия и бывший СССР делали в его составе соседние республики, а другие страны не делали в состав? Ну, Арчибольс говорит. Я не понял. Делали в его состав соседние республики. Я не понял. Всем добра и мира, Эдуард Аванесов. Приветствую, Эдуард. Взаимно. Путин, руки прочь от Казахстана, оставь нас в покое, говорит Джетиру. Данил Гайтуков. Аслан, какие лозунги будут на митинге и что у вас будет написано на стягах? Данил Гайтуков. Ну, во-первых, мы будем стоять с плакатами, с фотографиями, табличками, фотографий депортированных евреев в 1938 году. Здесь, в Гамбурге, я много нашел табличек, еще мне прислали разные таблички. Перед домами, где жили евреи, есть таблички, что вот эти люди депортированы, ну, имя, родился тогда-то, депортирован тогда-то, убит, умер тогда-то. И я уверен, что, как и сейчас, люди проходили мимо, когда выводили еврейскую семью из дома и сажали в машину или куда-то, и вывозили их в какой-нибудь там концлагерь или там в Польшу ее депортировали. То же самое происходит сейчас. Сейчас выводят чеченцев, и все как бы, вывели, и все. Поэтому будут вот такие таблички, какие будут, кроме этого. Ну, кто что хочет. Кто что хочет. Ну, все, что касается преступной России, депортации, все, кого собираются депортировать, те могут прийти туда и об этом заявить. У нас есть уже резолюция, венская, так называемая Венская резолюция по поводу вот этой депортации, которая происходит. Мы обращаемся к властям Германии и других стран, чтобы не депортировали, не отдавали. Это грубейшее нарушение международного права. И все, не надо никого ничего бояться. Особенно тех, кого могут депортировать. Приходите на митинг, заявите о себе. Каждому будет предоставлено слово. Кто не захочет выступить, да, там, по каким-то объективным причинам, вы можете это сказать мне или кому-нибудь другому. Я заявлю об этом. Мы должны прекратить эту преступную, позорную практику выдачи на пытки и смерть наших земляков. Так, окей, я буду настаивать ему. Сулейман 95. Реальтис, что скажешь про Ауховский район? Почему отсоединили от Чечни? Сулейман 95. Ну, отсоединили его, когда нас выслали в 44 году. Ну, вернее, совершили акт геноцида по уничтожению. Чудом получилось так, что мы не все погибли и вернулись. Выжили в тяжелейших условиях и вернулись. С тех пор этот Ауховский район находится на территории Дагестана. Вот все, что я могу сказать. Наша земля, которая включена в состав Дагестана, то есть России. Факир Факиров. Ассаламу алейкум, Аслан. Вени югмац охо. Ва алейкум салам.
Когда в следующий раз еще раз приедешь в Вену, спрашивать. Ну, я пока не могу сказать, когда. Я пока не могу сказать. Дик Аблас, Аслан, Альфред Кох в панике. Я пробовал на Фейсбуке с ним пообщаться, но он там только со своими друзьями. Да, Альфред Кох преступник, военный преступник. И по поводу этого я еще сделаю обращение. Он там написал, мне тут прислали, что он на меня заявление написал. И этот бандит, этот преступник, этот пособник и подстрекатель геноцида в Чеченской Республике, да, сказал, что он написал на меня заявление. Я очень надеюсь, что это заявление, по этому заявлению меня пригласят в суд, где я этого преступника буду выводить на чистую воду, а также всю политику России по уничтожению, по нарушению прав человека и по уничтожению мирного населения, к которому Альфред Кох приложил руку. И неуважаемый Альфред Кох, с вами вопрос не закрыт. И ни с вами, ни с кем-либо другим, кто находится тут в Европе. Вы не будете здесь спокойно быть респектабельными людьми, такие как Лужков, Естержемский и еще какие-нибудь эти воры и преступники. То, что вы украли у русских, у российского народа, вам, возможно, русские и российские здесь простят. Вы здесь живете, вы здесь, и вас не трогают они. Но за геноцид, который над нами вы учинили, при вашей помощи учинили, при том, как вы занимались уничтожением свободы слова в России, мы вам этого не простим. И не надо, вот он там пишет, что надо вспомнить Немцова, что типа, короче говоря, человек нагнетает так, и он нас называл, что мы миллион русских, русскоязычных убили и имущество отобрали, он говорит там на канале даже «Дождь». И этот человек нагнетает для того, чтобы его сейчас немцы взяли, немецкие власти взяли под защиту. Так вот, я призываю всех чеченцев, всех до единого чеченца, ни в коем случае не угрожать этому мерзавцу, этому подонку. Ни в коем случае не угрожать. Мы будем делать все в соответствии с действующим законодательством Германии. Мы никогда не будем переходить рамки дозволенного. Мы заключили договор с Германией, и мы должны всегда соблюдать. И мы должны показать, насколько мы законопослушны. Мы должны быть примером законопослушности. И мы бываем такими, когда мы хотим, когда нам это просто необходимо это доказать, что мы самые законопослушные, потому что на нас врут. Нам надо показать, что мы не исламисты, что мы не мафия, что мы не нарушаем закон. Вот для чего мы должны очень-очень корректно к этому подходить. И этот преступник вспоминает Немцова, потом какого-то убитого сына Иванова, там еще что-то. Ни в коем случае мы не будем ему ничего наносить, никакого вреда вне действующего законодательства. Так что, неуважаемый Кох, сиди, как сидишь, ровно. Мы вас всех будем находить и привлекать к ответственности по мере вашей виновности в тех преступлениях. А ваша виновность, она очевидна. И также я прошу всех, кто заинтересован в этом, чтобы вот эти консервы путинские, да, которые представляются какими-то там беглыми борцами с режимом, диссидентами, да. Коха называет диссидентом. Этот человек уничтожил последние ростки свободы слова в России, да, НТВ он уничтожил. Его называют тут диссидентом, он тут строит дома, вкладывает инвестиции, весь такой крутой, политиком себя называет. И этот человек должен, и такие люди, как он, должны быть все быть привлечены к ответственности. Они должны ответить за все. Да, кстати, тут говорит
Кто-то сейчас мне написал, Аслан, озвучи это, Коху могут замочить ФСБ, а списать на нас. Ну, может быть и замочит его ФСБ, но я не думаю, что его замочат, да, потому что я не считаю, что он диссидент. Он не диссидент. И я призываю никому не делать угрозы, потому что я еще видео выложу по этому поводу, именно потому что он там на меня заявление написал, и он мне говорит, узнаем, говорит, пускай узнает, говорит, я полиции написал заявление, на какие средства и как он здесь живет. Так вот, неуважаемый Кох, в отличие от вас, я никогда в своей жизни ничего не украл. Да? И никогда не нарушал закона, в отличие от вас. А вот вы нарушали. И вот поэтому вам придется отвечать. Так что всем, кто хочет принять в этом участие, прошу находить этих людей в Европе, присылать мне информацию. Мы будем их афишировать. Самое лучшее оружие против них – это слово. Мы будем доносить правду, и пускай все об этом знают. Так, поехали дальше. Маждада, Кох гопник еще тот. Я помню его участие в рейдерском захвате НТВ, а тут переобулся, одним словом, политический хамелеон. Вот, Маждад, вот это большая ошибка, что так считать. Он не является хамелеоном. Он не переобувался. Он, на мой взгляд, он консерва. Он засланный казачок, и тут он внедряется. Вот он сейчас построил дома, и эти дома он должен сейчас продать, заработать деньги, инвестировать в немецкую экономику, заработать на этом денег, и потом потратить их на выборы, вмешательство выборов и так далее. Поэтому этот человек консерва. Я в этом абсолютно убежден. Это засланный казачок, который продолжает вести свою антидемократическую, антигуманную деятельность. Да, вот Шудейда правильно говорит. Кох, троянский конь Путина. Совершенно верно. Так, Эдуард Мамедов, салам Аслан. Салам, Эдуард. А как обычно задонатил, как обычно без вопросов. Дякую. From the Mountain. Аслан, ты молодец, правильно так держать. Вы все делаете правильно, все получится. Да, даст Бог, все получится. Но, знаете, как басня, так и жизнь важна не длиной, а содержательностью. Мы должны свою жизнь прожить содержательно и потратить ее на благие дела. И неважно, долго мы проживем или коротко. Поэтому мы будем... Они не понимают, да, русский менталитет не может понять того, что важнее Родины у нас есть только одно. Как мы за Родину бились, весь мир видел. И продолжаем биться. И не только сейчас биться, уже 400 лет бьемся. Но важнее, чем Родина, у нас есть одно. И это слово называется чир по-чеченски. Переводится как месть. Важнее Родины для нас месть. Ни одного человека виновного мы никогда в своей жизни не забудем и никогда не простим. Но мы будем делать не так, как хотели бы, чтобы они делали. Чтобы мы сделали какую-то пакость и погибали, садились в тюрьмы, нас называли там радикалами, террористами, исламистами. Нет. Мы будем делать все в соответствии с законом. Мы будем сохранять наши жизни, а жизни на свободе этих преступников мы будем сокращать. Пускай эти люди теперь будут, чтобы у них нога, чтобы у них огонь под ногами был, чтобы земля под ногами у них горела. Вот так мы будем действовать. Так что прошу, дорогие чеченцы, присоединяйтесь к священной борьбе за справедливость. Все в рамках закона. И никогда мы не переступим через закон. На том месте, где мы находимся. Оказался бы Кох или другой какой-нибудь там преступник на территории Чеченской Республики Ичкерия,
И если это было бы во время военных действий, в соответствии мы поступили бы с ним по законам военного времени. Если бы это было после войны, да, мы поступили бы в соответствии с нашим законодательством, привлекли бы его в суд и так далее. Это наша юрисдикция на территории Чеченской Республики Ичкерия. Когда мы находимся на территории Германии, находимся на территории других стран, мы соблюдаем закон этой страны. Мы мусульмане, мы обязаны всегда, ни на секунду не нарушать, никогда, не делать ни одного исключения, соблюдать тот договор, который мы заключили с этими странами. И в этом наша сила. Вы должны это понять. Ни один отряд из там 20 чеченцев, которые там замочат Коха и еще 20 человек, не сделает того, что сделает 20 юристов, которые всегда будут придерживаться закона. И это будет в первую очередь, не столько их надо замочить, в первую сторону надо сохранить нашу репутацию, наше доброе имя, которое нам хотят испортить. Так что вот так вот, парни. Запомните, всегда надо соблюдать закон. И тот, кто не соблюдает закон, тот делает против нас. Этого нельзя ни в коем случае допускать. Ассаламу алейкум, кара с тобой, Асланга. Ибрагим, не нужен мне кара. У меня достаточно друзей и покровителей в лице Всевышнего. И достаточно друзей у меня. Кингам Шульц, Жетеру алейкум салам, Басаев тоже действовал по принципу чир. Кингам Шульц, Асан, что ты скажешь про Ахмеда Келиматова, который недавно в ЧГТРК провел программу «Иллюзия», в которой он говорил, что Дудаев и наши другие воины не чеченцы и так далее. Будет ответ на бред этого осла? Я не знаю, что это за Ахмед Келиматов. Какой-нибудь ГБшник, наверное. Не знаю, что это за Келиматов. Ну, то, что ЧГТРК и канал «Иллюзия», это уже о многом говорит. Канал «Иллюзия», канал «Реалити», во. Так, делитесь видео. Убедительная просьба, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, говорит Джахар Дудаев. Наш верный модератор. Так. Рашка просуществует не больше 6 лет. Это мое мнение, говорит Лунный Свет. Ну, посмотрим. Жорж Харрисон. Аслан, ассаламу алейкум. Да поможет вам Всевышний. И очень жаль, что я не могу быть рядом с вами, с истинными сынами чеченского народа. И спасибо за то, что обогащаете мой дух и мысли. Ва алейкум салам. Всегда пожалуйста. Так, поехали дальше. Эдуард Мамедов. Абсолютно с тобой согласен. Очень много правовых прав. Все делать по закону международного права. Да, абсолютно верно, Эдуард. Все в соответствии с действующим законодательством. Так. Игорь Микеладзе. Аслан, скажи про войну в Боснии и Косово. Игорь Микеладзе. Я не знаю, на самом деле, к моему стыду, подробностей. Только поверхностно. Только поверхностно могу по этому судить. И еще я хотел бы напомнить, мой канал в Инстаграм заблокирован. Все, по-моему, пожизненно. Так, Евгений 999. Если код действительно консерва, вероятность этого велика, то за ним серьезный ресурс, а значит бить только в соответствии с законом и говорить об ударе только после нанесения. Очень хороший дельный совет, Евгений. Я абсолютно с вами согласен. Конечно же есть ресурс. Конечно же на меня будет атака. Конечно же может быть вплоть там до нападения. Потому что они могут это списать на кадыровцев и так далее. Конечно же, я мешаю не столько кадыровцам, марионеткам Путина, чем как Путину и вот этим ватникам, которые здесь находятся, консервам, которые здесь находятся. Дальше и больше буду мешать. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Но на свой удар будем, конечно, наносить. Первое, то, что мы можем наносить, наше слово, это оружие. Они боятся слов больше, чем пуль. И, соответственно, мы будем делать то, чего больше всего они боятся. С превеликой радостью и удовольствием. Так. Кингом Шульц. Аслан, этот Келиматов, стукачиматор, еще тот старый оппозиционер. Ну, скорее всего, если на ЧГТРК и на иллюзии выступает, то кто там еще он может быть?
Дарголенд, почему ты не читаешь в Фейсбуке почту, говорит Дарголенд. А почему не читаю? Читаю, всегда почту читаю, всегда читаю Facebook, но у меня одна проблема, у меня два аккаунта в Facebook, и один на Арцуев заканчивается на W, а второй аккаунт на просто на Викторию, на V заканчивается. И вот у меня где-то вот W, там мой старый аккаунт, он заблокирован. Еще там мне 9, по-моему, 8 осталось до разблокировки. И когда он у меня блокирован, я туда просто не захожу, потому что когда я туда зайду, я вижу, читаю письма и не могу на них ответить. А потом, когда уже они прочитаны, я их потом уже просто забываю ответить. И чтобы такого не было, я просто их не читаю. Жду, пока разблокируется, и захожу туда. Сейчас, в данный момент, вот на конце, вот такая В у меня, да, Виктория. Вот там туда можете заходить и там мне писать. Также можете писать мне на e-mail. Оба e-mail у меня указаны здесь в описании под видео, так же как указаны оба моих аккаунта Facebook. Инстаграме, я как сказал, меня заблокировали. Так, поехали дальше. Ты меня услышал, ты нужен своим, да и всем, кто за, живой и целый, говорит Евгений 999. Да, спасибо, да, нужен и самому себе я тоже нужен, живой и целый. Наше оружие это правдивое слово, говорит чеченские хакеры. Абсолютно верно, чеченские хакеры. Миша Геленджик, Кох шестерка Путина. Правильно. Хас Магомед, Аллах дал Алшвойла Аслам, мы с тобой. Да убережет тебя Аллах, говорит, мы с тобой, говорит Хас Магомед. Гена Смык, скиньте ссылку. Ссылку чего? Аладдин Восточный, слово поражает хлеще кинжала. Совершенно верно. Поэтому мы должны всех их находить, выискивать и наносить по ним сокрушительный удар. Канистра йода. Аслан, как ты думаешь, много ли людей в Чечне поддерживают академика и мастера спорта по всем видам спорта Кадырова Рамзана Предателевича? Нет, конечно, немного. Я абсолютно убежден, что этих людей очень мало. Очень-очень мало. Там несколько процентов. 2, 3, 5% этих людей, которые поддерживают. Остальные выживают. Даже те, кто входит там, так называемые там, кадыровские отряды и так далее. Так. Эдуард Мамедов. Это очень хорошо, значит, ты попал в десятку. Да? Я думаю, да. Так, Миша Кот. Всегда рад видеть тебя, Аслан. Аллах алшуэлу, Аллах акту бойлой масейра. Дейл рейс хуэль масу уэлай. Аллаху алш. Пожелания всего хорошего от Миши Кот. Маждада, Аслан, твое мнение о провале пропутинской партии Себастьяна Курца в Австрии? Ну, это просто великолепно, Маждад. Я просто получаю удовольствие от этого. Это невероятно, как австрийцы выявили, да, ну, просто молодцы. Я призываю всех австрийцев, и не только австрийцев, и других жителей Европы пользоваться вот этим моментом и доносить всю ситуацию, как Россия влияет. Да, мы прекрасно помним, как в 93-м, 94-м году Джохар Мусаевич Дудаев, первый президент чеченцев, сказал, что внутреннее дело России, если сегодня называть агрессию против нас внутренним делом России, то настанет время, когда Европа станет внутренним делом России. И это время настало. И это время настало. Прошло 25 лет, грубо говоря. И это время, хотя внутренним делом настало раньше, но, как мы видим, влияние оказывается сильнее, даже в Америку. И так будет продолжаться. Так будет продолжаться. Маждада, да, Алмула на очереди Мари Ле Пен. Да, Алмула. Ну, видите, Мари Ле Пен. Ну, вот на этом очень сильно они себе делают на ненависти, на ксенофобии, на чеченофобии. Они себе делают бонусы, себе делают очки. Поэтому, конечно, надо их всех разоблачать и постоянно говорить об этом.
Не зря в это, в пропаганду путинская Россия вкладывает миллиарды и миллиарды долларов. И мы, конечно, должны отвечать тем же. На пропаганду отвечать правдой. Свобода волку. Ассаламу алейкум, Аслан. Кадыров бол, бош дот, хоз, лати дийца. Ва алейкум салам. Свобода волку. Ну, говорит, расскажи про Кадырова, про птичку женского рода. Ну, что о нем рассказывать? Я много о нем говорил, у меня есть разные обращения. Ну, есть он и есть. Об этом много я уже говорил. Так, весело у вас здесь. Я думала, что в Украине все печально. А нет, ошибалась. Не, почему? У нас все отлично. Мажда, так, Липен на очереди, говорит. Да. Дик Аблас. Провал партии Курца – это победа добра над злом. Но надо заметить, Дик Аблас, что кто-то приложил усилия для того, чтобы это добро победило. Просто так добро не побеждает. Добро надо прилагать усилия, чтобы победило. Так, Вильный народу переможет. Аслан, какой вопрос ты хотел бы задать президенту Украины? Будет съезд гражданского объединения 31 мая, на котором сможем его задать. Могу записать и передать вопрос от тебя. Вильный народ переможет. Спасибо большое. Ну, во-первых, меня волнует три вопроса. Первый вопрос касается гражданства всем бойцам, не только чеченцам, которые находятся. Можете записать или вот можете перемотать на час 2 минуты, час 3 минуты, да, этот вопрос сейчас будет. Первый вопрос касается, в первую очередь, он выгоден той же Украине. Гражданство для защитников Украины, это раз. И с этим же вопросом, под вопрос к нему идет то, что нужно привлечь к ответственности виновных в выдаче на пытки и возможную смерть Тимура Тумгоева. Тимура Тумгоева выдали за подписью зама генерального прокурора Евгения Енина. Хотел бы, чтобы эти лица понесли ответственность. И Тимура Тумгоева несли в список военнопленных и обменяли его, когда будут менять всех на всех. Надеюсь, это произойдет. И за него боролись не меньше, чем за Сенцова, а может даже и больше, и моряков, да, которых, это было просто, это был удар в спину, который никто не ожидал. Второе, что я бы хотел бы, какой вопрос я бы хотел бы задать Зеленскому, господину президенту Зеленскому. В 2004 году резолюцией Европарламента была принята резолюция о признании геноцида чеченского народа в 1944 году. Вот эта депортация Европарламентом признана геноцидом. И для того, чтобы это стало законом, я прошу президента Украины, чтобы он признал эту резолюцию в законном порядке. Это должна делать Рада. Мы направили письмо в Раду, но опять тишина. Мы уже второй раз отправляется на какую-то экспертную комиссию, и опять тишина. Мы бы хотели, чтобы президент повлиял на эту ситуацию и признали этот геноцид. И третье, я бы хотел, чтобы господин президент Зеленский поддержал сегодняшнюю нашу попытку привлечь Россию к уголовной ответственности в Международном уголовном суде Гааги. Так как мы подали заявление, и пока дело остается не очень
ну, подвижки не очень сильные. Поэтому я бы хотел бы, чтобы президент, если можно, президент Украины поддержал нас в этом, привлек общественное внимание журналистов, мировых политиков, мировых, всех привлек к этому внимание, и чтобы трибунал над военным и политическим руководством России, на котором мы подали заявление, был осуществлен, да, чтобы мы смогли этого добиться. Мы будем сейчас проводить марш, об этом Саид Амин Ибрагимов отдельно скажет, а я об этом тоже сегодня в этом своем эфире еще скажу. Вот эти три вопроса для меня очень важны. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы если бы донесли бы вот эти вопросы, эти просьбы до Зеленского. Так, далее. Да, возвращаясь к тому, что будет марш. Мы должны, как я уже говорил, неоднократно говорил, много раз говорил, и буду повторять это всегда, мы должны за свои права бороться. Всегда мы должны за свои права бороться. Никто за наши права не будет бороться. Мы всегда должны будем отстаивать свои права. И должны найтись люди, которые будут бороться за права чеченского народа, за граждан Ичкерии. Так вот, один из этих людей, который посвятил всю свою жизнь в борьбе за наши права, это Саид Амин Ибрагимов. Человек, который невероятной судьбы человек, очень много испытаний, очень трудностей в своей жизни пережил. И подал сейчас в Гаагу материалы о привлечении ответственности военное и политическое руководство России. В связи с этим нам отказывают. Да? Дело у нас приняли, но не приняли его к производству. И у нас должен будет состояться марш. Об этом заявил Саид Амин Ибрагимов. Там будут все. Ахмед Закаев тоже в это посвящен, об этом известно. И, возможно, скорее всего, он тоже примет в этом участие. И мы все должны в этом принять участие, и все должны поддержать этот марш. Он будет проходить из Страсбурга до Женевы и продлится около 30 дней. Мы все должны, кто километр пройдет, кто все 30 дней будет идти, но мы все должны показать, что мы добиваемся этого. Мы должны этого добиться. Любой ценой, как угодно, мы должны этого добиться. Вот я призываю вас поддержать. Ну а сейчас у нас 8 июня будет митинг в Берлине, и все должны туда приехать. Кто не может приехать сам, тот должен снарядить человека, там, купить ему билет, там, дать денег на бензин, чтобы приехал, просто постоять 2 часа. Постоять и поддержать, потому что нас депортируют на смерть и пытки. Пока мы этого не скажем открыто, пока мы не будем это отстаивать, нам никто не верит, господа хорошие. Мы должны отстаивать свои права. Так, Алды задонатил, да, Алсадоль Алды. Ассаламу алейкум. Кое-что можно взять у Израиля по возмездию за геноцид. Ва алейкум салам. Да, я полностью с тобой согласен. Будут применяться все методы. В сегодняшний день мы не имеем такой возможности иметь специальную группу ликвидаторов, военных преступников, которых не может достать суд. Но, вероятно, когда наша страна будет деоккупирована, и мы сможем иметь свои силовые органы, силовыми органами или руководством страны, такое решение, скорее всего, будет принято. Я более чем уверен, что оно будет принято. И тех, кого не смогут наказать, будут, конечно, ликвидировать. Хорошо или это плохо, ну, это сейчас забегать вперед не имеет смысла. Я против смертной казни, конечно же. Я бы им предпочел бы, чтобы они оказались за решеткой пожизненно. Но если они будут избегать правосудия, то, конечно же, наше руководство, я более чем уверен, что Моссад покажется им цветочками, так как мы это будем возвращать. А то, что может Моссад и делал Моссад, мы все хорошо тоже знаем. Так, Лео Фишер, Аслан, а какая выгода Зеленскому суетиться в этих вопросах? Просто поясни. В смысле, какая выгода? Человек пришел к власти, чтобы бороться за справедливость.
Вот, и вот и вся выгода. Выгода в том, что если чеченский народ поддержит, если украинский президент поддержит на официальном, на государственном уровне чеченский народ, то я уверен, тысячи чеченцев приедут защищать Украину. Тысячи из Европы и тысячи, десятки тысяч, возможно. Ну, тысячи это точно. И я думаю, тысячи человек. Мы Грозный, оккупированный тогда еще город Грозный, 855 человек у нас зашли, набиты битком просто российскими оккупационными войсками. Вот что может 855 человек против российской армии. Поэтому это вот такая выгода будет для Украины, если исходить из этого. Потому что лучше союзника, да, верного союзника никто не сделает, если поступит таким образом, чем как мы. Как говорил Джохар Дудаев, мы очень верные, надежные друзья и очень хищнические и опасные враги. Поэтому я думаю, если Зеленский сделает из нас своих друзьями, и даже после президентства мы им останемся верными и надежными друзьями. И ему, и украинскому народу. Так что вот такие вот дела. Какая выгода, если исходить из конкретной выгоды. За 5 лет власти Порошенко так этого и не сказал, к сожалению. Идет война, да, тут политические, дипломатические ходы, они неуместны. Идет война, все, больше, хуже ничего сделать нельзя. Каждый день убиваются лучшие сыновья Украины. Один, который вышел защищать чистой души, отдать свою жизнь за защиту своей страны, этот человек не стоит, он стоит больше, чем, там, я не знаю, десятки тысяч, которые не делают этого. Так, поехали дальше. В Вильне народу переможет. Лео, у президента Украины пожизненный статус. На сегодня мы имеем 6 живых президентов Украины. Так, поехали дальше. Эдди Хартман. Аслан, можно же письмо написать Зеленскому и Меркель? Можно, конечно, написать. Можно. Так, Гена Смык, я надеюсь, что ваши националисты и патриоты в нужный момент выйдут и поставят на место Изе и Коломойку, чтобы не предали Украину. Нам важно, чтобы вы отдалились от Рашки. Да, я думаю, вот это все преувеличено немного, то, что там кто-то Зеленский сливает там и так далее. Пока только там страхи, конечно же, надо держать в узде, показывать, что народ не спит, не дремлет. И, конечно же, ни в коем случае Зеленский не пойдет на это. То, что случилось с Януковичем, живой пример, очень показателен и хорошо виден. Поэтому никаких шансов, что так поступит, я просто не вижу, что так будет. Эдуард Мамедов, какая выгода? Враг один и борьба одна. Совершенно верно, Эдуард. Коротко и лаконично и четко ответил. Лев Аллаха. Меркель, Лев Аллаха, где ты? Меркель не пойдет против Путина, там, видимо, есть обоюдные интересы. Лев Аллаха, твои вот эти нагнетания просто вот ни к чему абсолютно. То все против, то это, ты что сделал? Сделай ты что-либо, выйди на митинги, доказывай. Если ты хочешь принести пользу, если ты хочешь там запугать всех там своим грозным ником или там еще каким-нибудь способом, ну, это не работает, да, надо по-другому. Сейчас мы ведем информационное просвещение, да, информационное сопротивление. И мы, конечно, должны доказывать. И не вот это пессимистические, никто ни за кого, каждый сам за себя. Германия за Германию, есть агенты влияния и так далее, но это точно не Меркель. Так, гражданин мира задонатил, да, Асаду, гражданин мира. Сходите, пожалуйста, на эту акцию, не ленитесь, кто в Европе живет, говорит гражданин мира. Совершенно верно. Надо ходить и доказывать.
Так, Ичкерия Лайв. Акция против лжи и депортации состоится 8 июня в Берлине в 14:00 возле Бранденбургских ворот. Всех зовем. Так, только смешное. Маш Дайди, мне тоже запомнились эти золотые слова Джахара. Но я пропустил слова, которые написал Маш Дайда. А, вот. Маш Дайда, мне нравится фраза Дудаева. Зайди в клетку медведю и живи с ним дружно. Да-да-да. Нет, мы не будем жить с ними. Ну, дружно будем, только в разных квартирах. Как найти? Что значит жнец готов? Я, конечно, знаю, что такое жнец, но не фраза. К жатве. Так, ну. Так, господа хорошие. На этом, я думаю, нам пора закончить. Маждада, закончим тогда на этой позитивной ноте Маждада. Наоборот, Меркель не раз Вовку пеньком по одному месту шоркала. Да, совершенно верно. Хорошо тогда. Следующий стрим будет в пятницу. Этот сегодняшний стрим должен был быть в понедельник, но этот следующий будет в пятницу. В пятницу вечером. Время точное будет на канале, всем известно. Так, удачи, брат Аслан, говорит, Аллаху атту бойл, алеф Аллах, говорит, дейрейс хуй масейра бойл, дал атту. Так, Меркель даже слезу пустил, когда Порох уходил с поста. Вильный народ переможет. Так, еще 1,5 часа нету, говорит. Ну, давайте 13 минут добьем, чтобы было 1,5 часа. И чтобы все со спокойной душой, с чувством выполненного долга, пошли спать. Так, Андрей Малашицкий уже прощается. До свидания, Андрей. Ну, еще 10 минут, 13 минут, Андрей, я вас еще помучаю. Так, Оманкант, Аслан, спроси своих зрителей, готовы ли они поддержать как финансово, так и всем необходимыми методами судебный процесс против путинских проплаченных журналистов, ведущих пропаганду против нас. Я спрашивал и говорю, и на митинге об этом скажу, еще раз говорю. И я думаю, есть кто готов поддержать, и кто-то готов, кто-то нет, кто-то не имеет возможности. Но я буду надеяться, что все будет хорошо. Мы будем привлекать. И первый, кого мы должны привлечь, это вот последний журналист с интернет-газеты «Шпигель онлайн», Роман, как-то его там. Вот мы на него, конечно же, подадим заявление, и я бы хотел бы сделать такой открытый процесс, даже если нас не пустят в зал суда, хотя, я думаю, должны пустить. Перед зданием суда нам никто не запрещает говорить, и каждый раз это делать, и это сделать показательно. Мы должны привести пример. Ограничены пока в средствах. Если найдется, кто готов профинансировать это, я готов все это организовать, все там подготовить. Для этого потребуется там немного денег, несколько тысяч евро это может потребоваться. Ну и привлечь к ответственности. Даже если там, конечно, обтекаемым, да, я изучал его статью, обтекаемым было его эти разные такие суждения, да, это может быть такое его видение вопроса, тем более с моим немецким, там, с гуглом переводчиком я могу ошибаться, хотя я потом просил переводить мне людей, но в любом случае мне показалось очень обтекаемо и сложно доказуемо, но сам процесс для отстаивания нашей чести, он просто как воздух нам необходим, потому что будут еще. А мы должны их не так много, этих пропагандистов, которые кормятся с российской руки, или там полезные идиоты, да, и мы должны будем их привлекать, конечно. Поэтому кто готов стать спонсором в этом деле, давайте, объединяйтесь, собирайте, и будем привлекать к этому. Так, Аслан Валлах, я горд за тебя, говорит Маждада. Делрей свой Маждад. Так. Тогда я остаюсь, говорит, Андрей Малашицкий. Да, еще 10 минут. Так. Данил Гайтуков, ингуши, вы тоже приходите на митинг. Это общая боль. Приходите все. Ингуши, дагестанцы, евреи, русские, украинцы. Все до единого. Все, кто нас в этом поддерживает.
завтра это коснется и вас, да, приходите все. Даже если вас не коснется, тоже приходите. Граждане Германии приходите, в обязательном порядке. Как приезжие, ставшие гражданами Германии, так и этнически рожденные тут немцы приезжайте. Обязательно приходите. Так, вильный народ переможет. Тем, кто нас любит, наше уважение и почет. А кто нас не любит, не любит, на шею им пусть носят нас всю жизнь. Правильно. Приходите с флагами. Да, обязательно. Флаги должны быть, все должно быть. Так. Приходите с флагами. Ох, есть бюснышка, делайте дуа за благое дела Сайдамина. Да, я правильно говорите. Вчера утром я узнал новость, у Сайдамина Ибрагимова умерла сестра в Чечне. И Сайдамин сейчас, не очень хорошем состоянии, как физическом, так и душевном. Поэтому делайте дуа за Сайдамина Ибрагимова. Так, интересно, почему Катар пошел на сделку с Российской Федерацией в 2004 году по Яндарбию? Эта тема все еще не раскрыта. Дарголен. Я не знаю, почему именно, но я так понимаю, что родственники Яндарбиева по шариату имели право простить убийц. И я так понимаю, что именно так и произошло. Потому что другого объяснения я просто не знаю. Может, есть и другое. Но если бы такое случилось, я думаю, мы бы узнали бы, что Катар предал. Катар, наши ни родственники Яндарбиева, ни другие не говорили ничего об этом. Так, Аслан, будет отдельное обращение на твоем канале ко всем, кто сможет прийти на митинг. Леонид Гройсман. Да, конечно, я сделаю видео. Нам подтвердили, что в 14 часов перед Бранденбургскими воротами можно нам собраться. Соответственно, я сделаю по этому поводу видео и обращение. Постараюсь сделать его коротким, чтобы всем разослать, и все могли его по WhatsApp перекидывать. Постарались все прийти. Наверное, завтра его как раз и закончу. Я вот чуть-чуть начал. Джахар Муртазов. Аллах да геш дольцун и ишин амин. Джахар амин. Да, сделаю. Данил говорит, только, Аслан, тебе надо сделать плакат на аватарке, число, дату митинга на ютубе. Да, обязательно сделаю, и это тоже. Дарсо, да, особо. Амин, да, гештор. Аслан Совор, Орсо, Польша, Аухас Магомед говорит. Я приехал, но я в Польше, да, я так понимаю. С Австрии люди туда-сюда приедут точно. Так что, ехать, конечно, далеко, если есть возможность, приезжайте, нас все депортируют. И это важно, когда вы на этом митинге будете, вы потом можете в суде говорить об этом, что вот мы собрались, правозащитная организация в мире права человека, и я ее руководитель, организовывает митинг. Для меня это не сторонняя тема, да, я это все прекрасно знаю, как нас депортируют, как нас выдают. Мы должны отстаивать свои права. И в суде вы можете пофоткаться, это не надо выкладывать в интернет, вы можете пофоткаться и показывать это в суде. И на суде это имеет значение большое на судью, что вот мы собираемся и протестуем против этого. Так. Далге Штольцайдамин ишин. Амин, далге Штольцун. Ассаламу алейкум, Саваш. Иншаллах, я постараюсь приехать из Франции. Кира Яката. Алейкум салам. Да, делайте, что возможно, ребят. Мы сами должны за свои права защищать. Мне неудобно говорить тебе едь с Франции, неудобно говорить там другому едь с Польши, когда нас здесь 30-40 тысяч в Германии находится, и мы должны только вот силами немцев собраться. Но я призываю всех прийти, потому что нам это всем нужно, всем до единого, всем нам нужно. Даже у тех, у кого есть гражданство, да.
Желаю вам удачи, боритесь, говорит Витя. Боритесь и поборете. Спасибо, спасибо, обязательно, вы тоже боритесь. Маждада, оказывается, во Франции есть толковые патриоты. Конечно, есть, патриоты везде есть. Евгений 999. Не считаешь, что правые партии Европы не будут опасны для чеченской диаспоры, кроме засланцев Кара? Если не узнают больше о вас, то отнесутся к вам отдельно от сирийско-афганского иракского нашествия. Ну, понимаете, они-то правые, они уже изначально правые, да, они националисты, и у них, и им важно сыграть на чувства, не объяснить, что мы такие же, да, тогда и у правых не было бы, что мы такие же люди, как и они, что мы не представляем никому угрозу и так далее. А правым вот именно на этом спекулировать. А вот эти националистические чувства, они больше подходят там малообразованным, чаще всего, да, людям и молодежи. Хотя и старческих возраст это тоже иногда касается. Поэтому объяснить трудно, но свои права отстаивать всегда нужно, доносить. И полуправого сделать центристом. Так. Равшан Абдулла, остерегайтесь провокации во время митинга от путиноидов. Ну, конечно, у нас будет полиция, я заявил о большом количестве людей полицию, там будет порядочное количество полиции. Также у нас будут свои люди, которые будут охранять, ну, не то что охранять, охранять будет полиция, соблюдать правила, да, контролировать. Так что будет все нормально. Все будет нормально. Да, мула. Так, Маждада, ты уже не первый раз пытаешься, он прекращай. Началось, короче, тхун. Маждада, Аслан, твои эфиры маленькими шагами промывают вату в головах некоторых пассивных спекулянтов. Да, распространяйте эти видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Это тоже очень важно, чтобы видео поднималось. Распространяйте везде, вырезайте эти видео, да, какие-нибудь, какие я говорю вещи, тоже распространяйте со ссылкой на этот канал. Привлекайте больше внимания, наша задача донести словом до людей нашу позицию. И мы будем ее доносить всегда, всегда. И никто не сможет нам это запретить или помешать. Все должны включиться. Мне очень приятно, что есть отдельная благодарность всем, кто переводит мне тексты. У меня появилась команда людей, которые... Мне просто гордо. Я понимаю, что вот эти 3 месяца, 4 месяца, которые я веду вот эту блогерскую деятельность, она не прошла даром не только вот по другим, а только даже вот только из-за того, что появились ребята, которые очень грамотные, говорят на всех языках. И я просто вам безмерно благодарен, молодые люди. Вы мои дорогие и любимые. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо за то, что вы стараетесь. Мне ценно, как вы это оцениваете, как вы говорите, как вы мне пишете. Это для меня просто бесценно. Спасибо вам большое. Дейл рейс хушу масана шу дац айшу оман тишам бушу ом техаю. И это все ваше. Это все ваше. Вы делаете это все для себя. И мне приятно, что есть такие ребята, умные, толковые. И я призываю всю молодежь, какая еще есть, присоединяйтесь, собирайтесь в группы, давайте, мы вас, у нас огромное количество друзей среди американцев, среди европейцев. Мы будем везде вас устраивать, но, конечно же, не ради того, чтобы вы лично, только вы лично, да, но ради нашего государства, до деоккупации, до привлечения ответственности преступников, которые совершили геноцид над нашим народом, для того, чтобы вы всю свою жизнь стали защитниками нашего народа. Потому что нам нужны толковые, образованные, умные, такие как вы. Большое вам спасибо. Баркал дейрейс хушин масарна юват ахха бушин. Это очень приятно, что вы у меня есть.
мне тексты переводятся, просто на лету мне переводят тексты какие. Мне уже даже неудобно бывает просить. Мне говорят, давай говори, что надо, мы готовы. Делрей слушан. Амина Д говорит, я тоже владею английским, шведским, немного финским языками. Амина Д, напиши мне на e-mail, нам на английский тоже нужно переводить. Причем мне есть люди, которые не являются чеченцами, которые тоже мне переводят. Спасибо вам большое. И не чеченцы, не имеет значения, чеченцы или нет, вы помогаете самому угнетенному на сегодняшний день народу в мире. В Европе это как 100%. Так, господа, мы поговорили очень хорошо. Сегодня на этом мы закончим. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. До свидания.